Рухайся з намі. Еўрарадыё. Прывітанне, пры мікрафоне Артём Мартынович, а сёння мы падводзім вынікі ў адукацыі, што ж такога адбылося ў гэтай сферы за год. І рабіць мы гэта будзем разам з шматдзетнай мамай Святланай Шэрвель і рэпетытарам, стваральнікам адукацыйнага цэнтра «Фабрыка ведаў» Александром Луцевічам. Добрый дзень. Ну вось мне найперш запомнілася вось гэтая рэформа, не рэформа, учынак, скажем так, мясцовых чыноўнікаў, калі настаўнікаў папрасілі дапамагчы са зборам аналізаў у школьнікаў. А таксама суд над двума маладзейчынскімі настаўніцамі, якіх асудзілі за гібель школьніцы на полі. Святлана, вось з практычнага пункту гледжання, што такога было ў гэтым годзе, што, можа быць, зачапіла, абурыла ці здзівіла? Ведаеце, ўсё, што адбылося, яно нейкім чынам было вельмі фармальна. На практыцы мы, як сям'я шматдзетная, і у нас 4 навучэнцаў, мы ні адчас і не кранула. Каб нешта змянілася, нешта палепшылася, нешта для дзяцей было лепш. Мы не адчулі. Ну, а вось гэтыя зборы макулатуры, напрыклад, вас кранулі? Ведаеце, конечно, дзяцей больш цікавіць, чаму вот веды, яны такія фармальныя. І яны прыходзяць дадому, яны, конечно, больш задаюць пытанняў, чаму дома мы вывучаем нешта, цікавімся, а ў школе гэтага няма. А вось макулатура, там харчаванне, грошы на вокны, гэта вот яно заўсёды было, і з цягам часу яно ўсё больш і больш атрымліваецца. Чамусьці грошай все менш і менш выдзяляецца для адукацыі дзяржавай. І мы неяк ужо так да гэтага ставімся, так, самі проста ўжо цікавімся ведамі, каб больш неяк веды атрымаць. І дзяцей ўжо да гэтага навучылі. Александр, вось з такога экспертнага боку, што было такога дзіўнага, ці, можа быць, наадварот, добрага за гэты год? Ну, скажу так, самое интересное могу отметить, и то, что и меня коснулось, и то, что в целом где-то видно. Меня конкретно, кстати, макулатура коснулась. У меня коллега на работе поставила такой ящичек и говорит: все, теперь с этого года мы скидываем все в этот ящичек, мне нужно дочке во 2 классе, там поставили норму, надо носить. Ну, что делать, в общем? Как бы теперь мы все туда эту бумагу скидываемся. Но если в целом смотреть, скажем, год такой своеобразный, это же год нового министра, вот буквально он в конце прошлого года стал руководить министерством. Самое яркое — это начало школьных уроков, которые перенесли в 8:30 или в 9:00, в зависимости от школы. И, скажем, это прямо на нас тоже отразилось, потому что абитуриенты, например, уже к 4 часам не успевают приходить заниматься, готовиться к ЦТ, и весь наш центр сместился на полчаса позже. То есть мы уже теперь до 9 вечера вынуждены работать. Я тоже. То есть мой рабочий день, в общем-то, увеличился еще по объему. А в целом много разговоров шло о общенациональном экзамене после 9 класса. Довольно интересная идея, потому что на данный момент сейчас 9 класс — это фикция, экзамен такой своеобразный очень, но если это будет некий независимый, если это будут не свои учителя, то это может привести к некой мотивированности. Еще очень важный момент — это, скажем, подготовка отмены экзаменов в 5 классы. Потому что там у нас было сказано, что все должны быть равными, в общем-то. Гимназии вроде как название останется, а что там будет с программой? И это вот, наверное, самое такое сейчас проблемное, какие вопросы встали. Все-таки нужны эти экзамены? А что же тогда гимназия считать? Уравнять всех? Ну кого? Гимназия пустить к школам? Или же, может быть, школу будем поднимать к гимназиям? Или все-таки профили нам нужны? Полный профиль в 10-11 классе, это мультипрофиль. Я подпадал под эту систему там, в гимназии в Барановичах, когда учился, и считаю, это очень хорошая модель. Или мы все-таки наоборот сейчас разрушим профильное обучение, и пусть это будут вместе и слабые ученики, и сильные. И практика показывает, что это скорее слабые сильных. Они немножечко ниже делают по уровню. А гимназия — это во многом надо такое осяроддзе людей, где люди за знаниями пришли сюда, и они друг друга подталкивают. Вот это большие вопросы, да, в том числе, которые у нас еще
останутся незакрытыми в этом году. Святлана, можа быць, сутыкаліся з такой вось праблемай гэтага пераносу часу вашы дзеці, вось ці была для іх гэта праблема ўставаць там пазней, дабірацца, і як вы іх давадзілі? Ведаеце, у нашай школе на паўгадзіны толькі змянілася гэты перанос, а мы не адчулі нейкіх там чаго-то дрэннага, таму што школа побач у нас знаходзіцца, але вось цяжка дзяцей у садок адвазіць, таму што ім трэба раней, а школьнікам пазней. І вось у нас накладачкі атрымаліся. А з гімназіямі, можа, у будучыні збіраецца з вашых дзяцей у гімназію? Ведаеце, яны добра вучацца ў школе. У нас агульнаадукацыйная школа, яны добра вучацца, і яны больш творчыя такія асобы. І таму ад школы ці гімназіі у нас няма такіх патрабаванняў, каб яны туды іх наведвалі. Яны наведваюць іншыя мастацкія заняткі. То бок вас гэта рэформа не кранецца. Александр, як думаеце, асоба новага міністра на нешта паўплывала вось гэтыя рэформы? Гэта можа быць яго ініцыятыва ці не? Вы знаете, и год назад я, в принципе, говорил, и сейчас я, наверное, скорее утверждаюсь в своих словах в том, что, к сожалению, или к счастью, даже не знаю, но министры в Республике Беларусь — это, в общем-то, исполнители, и чаще всего это решаются все вопросы выше, в администрации президента. Соответственно, скорее вот был интересен вот этот общий педсовет, который в конце августа проводился, и, в общем, президент там где-то ориентиры давал, а дальше они, в общем, выполняются. То есть каких-то очень самостоятельных вещей, что-то там, которое идет от Министерства образования, я, честно, не замечаю. Даже школьная форма, министр очень много говорил о том, чтобы как-то унифицировать школьную форму, еще что-то сделать. В принципе, видно было как-то не поддержано или приоритет не выбран. Поэтому я у своих абитуриентов интересуюсь часто. То есть у кого как было, у кого-то строго, у кого-то менее строго и так далее. То есть, в принципе, ничего не поменялось. Скорее здесь идут какие-то инновации от обсуждений уже не только в министерстве. Давайте послухаем, что по выніках году сказал репетитор Евген Левянт. Я считаю, что тема образования, школьного образования, это единственная сфера нашей жизни, где ничего позитивного уже много лет не происходит. Наверное, если попытаться поискать что-то позитивное, некоторые изменения общественных настроений по отношению к учителям. Дело в том, что в обществе, к сожалению, тоже накапливалось негативное и накапливается негативное отношение к учителям. Почему не стоит злорадничать и радоваться неприятностям, которые происходят с учителями, с учительской профессией? Дело в том, что это очень прагматичный подход защищать учителя. Дело не в том, что у нас много есть кого защищать, и стоит защищать, а может быть, кого-то не стоит защищать. Но защищать учителей – это даже не какая-то моральная проблема или моральный выбор. Это очень прагматично, потому что тем самым мы защищаем своих детей. Мы защищаем своих детей. У наших детей другой школы не будет. Они не смогут второй раз пойти в 1 класс, или там в 5 класс, или в 7 класс. Это бывает один раз в жизни. И говорить о том, что так этим учителям и надо, и называть какую-то причину, действительную причину или мифическую причину, конечно, это можно, но это не прагматично. Мне кажется, что все больше людей стали это понимать. Святлана, вось як зараз стасункі з настаўнікамі ў школах? Ведаеце, мы шкадуем сваіх настаўнікаў, таму што ведаем, якія ў іх заробкі, і, канешне, мы б хацелі, каб іх стымулявала дзяржава, каб ім больш плацілі і каб ім цікава было, каб яны займаліся сваёй справай з зацікаўленасцю. А так мы бачым, акрамя сваёй працы, яны робяць яшчэ шмат адміністратыўнай. Гэта такі груз вялікі на іх звальваецца. І
ну, мы іх шкадуем. А як думаеце, вось як з гэтым грузам можна змагацца ім самім? Ну, ці можна адмовіцца ад нечага? Ці... Мне здаецца, што каб яны узялі ўсе разам і адмовіліся, і ўсё. І каб, ну, гэта такая праблема, яна проста, ну, вельмі такая вялікая, і яна ўжо доўгі час цянецца, і я не ведаю, чаму так атрымліваецца. Ну, ўжо ж можна было б нешта зрабіць, таму што вельмі шмат работы яны робяць, ну, якая не тычыцца. Уласцівая ім проста, та. Ну, гэта і зборы макулатуры, яны сочаць там па планах па захаванню падручнікаў, глядзяць на умовы, у якіх вучні жывуць. Харчаванне тое ж, навошта гэта настаўнікам? Александр, як думаеце, вось тут могуць быць нейкія рэформы, бо пра гэтыя рэформы шмат кажуць, давайце пазбавім настаўнікаў залішняй нагрузкі. Кажуць ужо гады 3, але чаму не рухаецца нічога? Знаете, в чем, как интересно выходит проблема-то? Тот же Министерство образования, на которое всегда спускают все собак за все, и за вот эти анализы, и за макулатуру и так далее, оно иногда даже, ну, показывает, что, в общем-то, и ни при чем, потому что во многом эти распоряжения идут из отделов образования, исполкомов, и зачастую это некие местные органы, в общем-то, уже дают свои какие-то рекомендации и требования, то есть зависит, потому что по-разному в разных школах, районах, городах на самом деле разные какие-то вот такие возникают дополнительные требования. Поэтому тут вопрос, наверное, будет даже больше, чем какой-то там Министерство образования, чтобы что-то сделало и так далее. Это вот понять ценность преподавателя, ценность образования и то, что учитель должен, в общем-то, учить. А какие-то дополнительные вопросы, да, там, анализы для Министерства здравоохранения, ну, условно, не министерства, а для там, терапевтов, для этой поликлиники детской, макулатура для перерабатывающих каких-то заводов, пусть они этим занимаются, в общем-то, как-то мобилизируют, конкурсы делают, подарки этим школьникам, вот, и так далее. То есть, ну, ведь просто легко на учителя все навесить. То есть вот, пожалуйста, вы имеете контакт с детьми, вы, пожалуйста, это и реализуйте. Но вот именно местные органы власти, когда немножечко начнут помогать учителю разгребаться, и тогда что-то начнет получаться. А некий там сверху посылов, то сколько я себя помню, столько я слышу посылы освободить учителя от этих работ. Но, говорю, где-то кто-то это услышал, где-то не услышал, где-то все равно услышали, но есть еще и параллельные планы по макулатуре, и начинается такая чехарда. То есть некого единого подхода нету. И в этом тоже проблема сейчас. То бок гэта ў прынцыпе настаўнікі самі мусяць дамагацца таго, каб іх пазбавілі гэтай Хорошо працы. Так сказать, конечно, да, очень хочется этого сказать. Так чего ж вы не откажетесь? Но прекрасно понимаю, что зарплаты невелики, да, какие-то премии, которых будут лишать, вот, это все достаточно ощутимо для учителя, ну и плюс человек, он, в общем-то, особенно где-то с возрастом, он не такой становится мобильный, чтобы сказать, ну и оставайтесь, а я пошел там даже в репетиторы и так далее. Я очень много работаю с репетиторами, чем старше возраст, тем они все равно пытаются остаться в школе. Я говорю, ну вы, если сосредоточитесь, вы прекрасный физик-математик, вы можете прекрасно зарабатывать и быть свободным, независимым здесь. Но она говорит, нет, я вот в школе, там есть как там социальный пакет, пенсия, еще что-то, я не могу. И в итоге приходится играть по этим правилам. Поэтому я все-таки так вот... Хотелось бы иногда сказать, ну так что ж, вы меняете. Но с другой стороны, понимаешь, что люди разные, не все готовы поменять. Светлана хотела додать. Так, і можа гэта не столькі праблема настаўнікаў, колькі кіраўніцтва школаў. Ну, няхай бы тыя дырэктары аб'ядналіся і некалькі школ сказалі, што мы не будзем гэта рабіць, гэта, ну, гэта не трэба. І, можа б, ну, была б якая карысць. Понимаете, вся система страны — это вертикаль, и она везде, да, и в школе, и у врачей, и так далее. В том-то и проблема. И чем ниже, тем оно больше давит. Тиск некий, да. иди. И получается, что, в общем-то, тот же учитель, он боится, директор, он на самом деле тоже всегда очень боится. Вот, и вот это все вечный определенный страх, он и порождает, что лучше я эту макулатуру как-то сама там где-то найду, лучше я там что-то сделаю, ну, а вы, в общем,
спокойненько, да, бог с ним, я ж ничего не изменю. Вот, и такой замкнутый круг получается. А с другой стороны, пишешь запрос в Министерство образования, они говорят, а мы ничего не говорили. Вот. І ў большасці выпадкаў яно сапраўды так, Да. ініцыятыва мясцовых Вот. чыноўнікаў. Я пра што хацеў яшчэ ўзгадаць. У гэтым годзе вось пісьменніца Евгенія Пастарнак разам са сваім мужам, таксама бацькі проста звярнуліся ў Міністэрства адукацыі, 2 разы хадзілі на сустрэчы, абмяркоўвалі якраз гэтую праблему. Як вы бачыце, плён быў нейкі? Я могу сказать, что из интересного, такого довольно прогрессивного Министерства образования был создан общественный консультативный совет, кажется, так он называется, вот, по вопросам образования. И, правда, он не сильно замечен, как-то оказался, и, может быть, еще не определены его полномочия. Мы вернемся до гэтага пытання пасля невялічкага перапынка на навіны. Ад самага сэрца Еўропы. Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаем вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Вынікі года ў адукацыі ў 2017 годзе. Рэпетытар Александр Луцевич пракаментаваў цікавыя моманты ў адукацыі ў сыходзячым годзе. Если в целом смотреть, скажем, год такой своеобразный, это же год нового министра. Самое яркое – это начало школьных уроков, которые перенесли в 8:30 или в 9:00, в зависимости от школы. Это абитуриенты, например, уже к 4 часам не успевают приходить заниматься, готовиться к ЦТ, и весь наш центр сместился на полчаса позже. То есть мы уже теперь до 9 вечера вынуждены работать, и я тоже. Много разговоров шло о общенациональном экзамене после 9 класса. Еще очень важный момент – это подготовка отмены экзаменов в 5 классы. Гимназии вроде как название останется, а что там будет с программой? Это вот, наверное, самое такое сейчас проблемное. Распавёў Еўрарадыё рэпетытар Александр Лучевич і адзначае, што ў сістэме адукацыі не хапае адзінага падыходу. Дарэчы, вынікі году ў адукацыі мы працягваем абмяркоўваць разам з экспертам ды шматдзетнай маці Святланай у эфір Еўрарадыё. Заставайцеся на нашых хвалях. Сёння Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу прыняла ў першым чытанні законапраект аб рэспубліканскім бюджэце на 2018 год. За прагаласавалі 105 чалавек, супраць 2, устрымаўся 1 чалавек. Цікава, што ў параўнанні з папярэдняй рэдакцыяй выдаткі на прэзідэнцкі рэзервовы фонд выраслі ўтрая да 1 мільярда 201 мільёна рублёў. У наступным годзе пенсіі плануецца павысіць толькі 1 раз, паведаміла дэпутат Палаты прадстаўнікоў, чалец пастаяннай камісіі па бюджэце і фінансах Людміла Ніжэвіч. Сёння ж у палаце міністр працы і сацыяльнай абароны Ірына Касцевіч паведаміла, што дапамога па беспрацоўі у наступным годзе павышацца не плануецца. Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на euraradыё.fm. Еўрарадыё. У рытме жыцця, у цэнтры падзей. А мы вяртаемся ў нашу студыю і працягваем абмяркоўваць вынікі года ў адукацыі. І разам са мной вынікі мы падводзім з шматдзетнай мамай Святланай Шэрвель і рэпетытарам Александром Луцевічам. Мы спыніліся на функцыях Міністэрства адукацыі і разбежкі гэтых функцый з мясцовымі чыноўнікамі, як вось гэта ўсё можна ўзгадніць, каб гэта нармальна працавала, Александр. Хороший вопрос. В общем-то, надо сперва разобраться, честно сказать, как оно вообще там все работает, и согласовать полномочия, да, почему районные эти отделы образования подчиняются исполкомам, да, и какая роль тогда Министерства образования, и почему они, в общем-то, дублируются. И одни говорят, что так не должно быть, вторые, в общем-то, тихонечко делают. Для нашей страны это на самом деле как-то так вот не очень распространено. Обычно, в общем-то, самая вертикаль, она работает довольно четко и выполняется. Если уж вверху что-то решили, то внизу выполняется. Может быть, не решили, вот, но, честно говоря, это тайна за 7 печатями. И вот во многом некий был создан консультативный совет в апреле, много про него неизвестно, и как туда попадают эксперты, скажем так, вот общественность, которая связана с образованием, тоже неизвестно. Хотя я уже знаю 2 человек, в принципе, которые там участвуют и даже говорят, что это реально в таком диалоге с министром образования, открытый диалог,
диалог, и предложения идут, обсуждения, то есть что не может радовать. Другой вопрос, что, как всегда, встает такая задача, а как туда попасть, и я даже был удивлен, когда узнал, что там есть один из репетиторов, вот, то есть насколько это он, по-моему, не представитель образовательных центров, просто как частный преподаватель работает, вот, однако это уже прогрессивно, потому что общественность должна быть полностью представлена, это и директора школ, конечно, и обычные учителя, и образовательные центры, которые сейчас яркий игрок уже в образовании, это важно признать, и просто частные репетиторы, вот, то есть если это будет реально что-то значить, и как-то люди там будут разных мнений, это может все-таки сопоставить вот это расхождение, как думают где-то в Министерстве образования, в исполкомах и общественность. Ну, скажем так, где-то помочь этому. Святлана, а вось як гэта ўсё адбіваецца на якасці навучання, тыя праблемы, якія мы пералічваем на падручніках, на тым, колькі настаўнік можа траціць часу на дзяцей, на всю іншую сваю працу? Ведаеце, настаўнік, мне здаецца, што сваю настаўніцкую працу ён як бы выхватвае з усяго часу, што ён вот займаецца адміністратыўнай этой работай. Вельмі мала неяк часу вот на саму настаўніцкую працу яго выходзіць. Ну, не ведаю. Што да падручнікаў, цікава дзецям чытаць тое, што ёсць? Не цікава. Яны не ілюстратыўныя, яны нейкія фармальныя. Там зусім мала практычных ведаў, нейкіх такіх паўсядзённых у той жа гісторыі, у тых жа па літаратурам у падручніках. Яно ўсё нейкае такое нежыццёвае, нейкае такое старое, несучаснае. Ну, канешне, вось на гэта каб звярталі ўвагу, вот гэта было б добра. Цалкам згодны з вами. А давайте-ка паслухаем, што пра сваю працу гавораць самі настаўнікі. Вось мы паразмаўлялі з настаўніцай гімназіі Ганнай Севярынец. Нейкія ініцыятывы кіраўніцтва выглядалі смешна, нейкія трагічна, нейкія нагадвалі фарс. Гэта натуральная справа цалкам, таму што праблема ёсць, адукацыя ў крызісе. Але добрым было тое, што пайшоў дыялог, здаецца. Было некалькі такіх падзеяў важных, калі і Мінадукацыі ішло насустрач бацькам і настаўнікам, і настаўнікі, і бацькі таксама ініцыявалі дыялог. Вось Ганна сказала пра дыялог. Сапраўды, былі гэтыя сустрэчы, нешта там абмяркоўвалася. Як думаеце, у наступным годзе, вось калі ўжо рабіць прагнозы, ці дасць гэта нейкі плён, Александр? Я оптимист. Мне всегда хотелось бы верить. Я историк, я верю в эволюционный путь, в том числе на многих примерах из истории, в том числе. Поэтому сейчас на самом деле большая роль СМИ. И причем СМИ не традиционных в том числе, а Facebook, например, где каждый, в общем-то, довольно интересный или известный человек, он такой мини-СМИ становится. И поднимая тот или иной вопрос, он реально общественность притягивает к нему. И если еще лет 5 назад можно было отмолчаться различным министерствам профильным и так далее, это в принципе нормально считалось, то сейчас уже это ненормально, потому что настолько это бурлит, настолько поднимает эти вопросы, и реально сейчас не только в образовании, много в каких сферах, именно вот эти посты в Фейсбуке или публикации некоторых СМИ, они на самом деле раскрывали очень проблемные вещи, на них вынуждены уже реагировать. Общество не стоит на месте, изменяется, взаимозависимость становится уже более ощутимой. Если раньше это был там чиновники на одной планете, народ на другой, сейчас уже так получилось, что все сошлись где-то на одной планете и не могут игнорировать друг друга. Поэтому скорее, конечно, у меня такая вера, некая абстрактная, но хотелось бы, чтобы было все-таки лучше. И все должны понимать, что мы живем-то в одной стране, мы одна нация, один народ, и как бы и нашим детям общим учиться в тех же школах, то есть не враги друг другу, где-то прислушиваться, помагаць. То бок першы прагноз, што чыноўнікі і ўсе астатнія ад адукацыі пачуюць адзін аднаго. Скажу, вера скорее. Вера. Святлана, а вы чаго чакаеце ад наступнага году? Вось для вашых дзяцей, якія зараз вучацца ў школе? Я б хацела, каб вось такое
пытанне у школе заўсёды паўстае патрыятычнае выхаванне. І яны ўжо, ну, ведаеце, дасталі. І чаму б не звярнуць увагу на то, што цікавіць усіх гісторыя Беларусі, беларуская мова, героі беларускія. Гэта цікава дзецям, на самой справе цікава, усім цікава. І тыя, хто на рускай мове размаўляе беларуска, таму што яны жывуць на гэтай зямле. Ім цікава, яны хочуць сябе адчуваць годнымі нейкімі, такімі значнымі. І ну, вось я б хацела, каб больш звярнулі ўвагу на гэта. Гэта проста, і для дзяржавы гэта проста. Не надо шукаць нейкіх там ну, нешта такое асобеннае. Ну, вот так. То бок, другі наш прагноз такі, каб і пажаданне таксама, каб у школах патрыятычнае выхаванне незразумелае замянілася на родную гісторыю і так. Народных там выбітных асобаў. Так. А давайте цяпер паслухаем, якія прагнозы зрабіў рэпетытар Евген Левянт. Я не готов давать прогнозы, я не знаю, что будет, но я надеюсь, что, по крайней мере, непродуманных, непросчитанных решений в системе образования станет меньше. Но что позволяет немножко надеяться на позитивные изменения, это, как ни странно, как обещал президент, он в ближайшее время подпишет декрет о изменениях, позитивных изменениях в нашей IT-индустрии, в нашем IT-секторе. Позитивные изменения в IT невозможны без хорошей современной системы образования. Я надеюсь, что для развития IT-сектора понадобится современная, качественная система школьного образования, и, может быть, вот эти изменения в IT станут тем локомотивом, которые приведут к каким-то позитивным изменениям в системе школьного образования. На что-то же я должен надеяться. Святлана, як зараз у школе справы за IT спецыяльнасцямі? Ну, зразумела, што гэта не універсітэт, ну вось інфарматыка там, напрыклад. Ведаеце, дзеці, яны смяюцца з усяго таго, што там адбываецца, таму што вось у нас старэйшы сын, ён скончыў курсы дызайнерскія, яму цікава, ён робіць там мастацкія розныя рэчы. І, канешне, тое, што ён атрымаў платна, і тое, што там нейкія веды даюць у школе, яны вельмі адрозніваюцца. Хаця гэта ж даступна. А чаго не хапае? Ну, то бок, можаш там вучань прыйсці са сваім планшетам, увесь клас прыйсці з планшетам і нейкім чынам там праз настаўніка. У іх жа ж ёсць нейкі план там, па якому яны ідуць, але ён проста адстае ад сучаснасці. То бок не выкарыстоўваюцца ўсе гэтыя тэхналогіі? Не. Александр, як думаеце, IT уратуе айчынную адукацыю? Вы знаете, в целом IT есть шанс спасти вообще всю страну. У нее наконец-то может появиться некий смысл жизни и существования всей страны. Цель, к которой мы стремимся, между какими-то попытками между Востоком и Западом бегать, кредиты просить, а что-то получится свое, интересное. И уже укрепление экономической самостоятельности, оно может привести к... Здесь обоюдо такой вот вопрос. И укрепление экономики приведет к укреплению образования, и образование будет укреплять экономику, то есть они будут взаимосвязанными такими вещами. Поэтому, да, вполне я допускаю эту мысль, и она мне, скажу, нравится очень. Наконец-то появился некий смысл Республики Беларусь на картах, к чему мы хотя бы более-менее понятно стремимся, куда мы можем идти. Святлана, может быть, есть у вас у школе такие настаўнікі-новатары, якія хочуць рабіць нешта новае, але іх не разумеюць і не чуюць? Я думаю, што ёсць. Вось наша настаўніца ангельскай мовы, яна такая драйвовая, маладая, яна заўсёды нешта такое наватарскае і прыўносіць у школу, але такіх не шмат.
Не ведаю, чаму так. Можа быць, нейкім чынам імпэт гэты збіваецца. Для новаторства нужны силы душевные, скажем так. А если, как мы говорили, ты завален бумагами, то силы уже все-таки остаются. Там есть семья, есть какие-то интересы, а для каких-то новаций уже, в общем-то, ничего тебя не окрыляет. Поэтому, скорее, вот во многом здесь тоже проблема. У наступным годзе мы збіраемся ўдзельнічаць у сусветным рэйтынгу PISA. Гэта рэйтынг, які дазваляе ацаніць веды менавіта школьнікаў 15гадовых. І вось чаго нам чакаць? Может быть, мы там будем недзе на першых позициях, Александр, как думаете? Очень амбициозно, что мы решили участвовать. Это уже не может не радовать. И я скорее надеюсь, что этот рейтинг, он покажет реально проблемные места. То есть вот не то, что некая там общественность, которая постоянно ругается в Фейсбуке, которая, ну так, можно даже проигнорировать, можно иногда даже что-то ответить, но это не важно, а международный рейтинг, международная оценка. Может быть, она подтолкнет не макулатуру эту собирать, а за качеством образования все-таки следить. Скорее у меня вот ожидание такое. Ну, по местам, скажем, обычно это Сингапур, там на первых местах Эстония по информационным технологиям. Вот, ну, амбициозно было бы загадывать, что Беларусь тут по качеству образования прямо так выйдет. Но то, что это может быть хороший толчок и реально открыть глаза на многие вещи, то я думаю, что да, так и будет. Святлана, можа калі-небудзь вам даводзілася параўноўваць школу ў нас і школу ў якой-небудзь іншай краіне? Так, у нас ёсць сябры ў Амерыцы, і ведаеце, там больш свабодны працэс навучання. І гэта вельмі ўплывае на дзяцей, на навучэнцаў. Яны веды самі хочуць атрымоўваць, яны цянуцца да ведаў, а у нас такі працэс як бы застаўляюць, і гэта не экстрэмовае, ну вот атрымоўваць веды. То бок усё ж у нас гэта строга па плане, па метадычках, а там зацікаўленасць ёсць. Дзеці самі хочуць гэтыя веды атрымоўваць, у іх ёсць такі драйв. Знаете, очень знаменитая финская вот эта система образования, по которой, как были комментарии, даже министр, в общем-то, ему очень нравится эта система, и там сам преподаватель решает, по каким ему учебникам и как вести эту программу свою. Есть общие рекомендации, но последнее решение за исполнителем. Это тоже довольно интересный, на самом деле, опыт. Александр, вы як працавалі ў школе калісьці? Ну вось калі я прыйду ў школу со сваімі там ідэямі, скажу, не, у меня будуць планшеты на уроку, не, у меня тут будзе электронная дошка вісець, я на ёй буду ўсё паказваць, а дзеці будуць тэсты там рабіць, якія ў інтэрнэце вывешваю, як хатняе заданне. Мяне будуць ставіць у колы палкі ці не? А если, как там, любой каприз за ваш счет, в общем-то, если вы это обеспечите, то я думаю, нет. Ради бога, пожалуйста. Может, хотите ремонт сделать в своем кабинете, еще что-то, если за ваш счет. Но если начнете денежки требовать вот на это все, ну, тогда скажут, успокойтесь, Артем. На самом деле, я помню, да, я работал в школе, и мне повезло, я считаю, от меня было минимум каких-то бумажной волокиты. Один раз ко мне директор в начале года пришел, я был студент 5-го курса, казалось бы, пришел, посмотрел, все хорошо, все нравится, и ушел. И я делал, в принципе, занятия как хотел. Я от программы отошел, и для 11 класса, которые там обществоведения не сдавали, я их просто жизнью где-то учил, основные моменты, практика применимые. И мне никто не мешал. Но, говорю, если вы начнете это требовать, чтобы все выводили, чтобы были как вы, вот здесь могут уже встать вопросы. То бок трэці наш такі прагноз пажадання, каб школа ўсё ж інфарматызавалася, пераходзіла ў IT-сферу, і каб сапраўды дзецям сучаснай была сучаснай, каб дзецям было цікава вучыцца. А самі дзеці-то чаго хочуць? Якіх сродкаў навучання? Вось нашы дзеці, мае, яны хочуць атрымоўваць такія веды, каб яны былі запатрабаваны потым у дальнейшым жыцці. І яны гэта асазнаюць. Яны гэта разумеюць. Я соглашусь, потому что я часто с 11-классниками своими беседую, и для них самое главное, говорят, мы хотим понимать, зачем нам это надо, так. Зачем нам эти знания, и мы не хотим делать то, что оно не имеет никакого смысла. То есть оно, может быть, и имеет смысл, но им не объяснили, зачем это, какую мотивацию не создали учиться. И уже приходится начинать с того, что мотивацию объяснять для них. И тогда намного проще учебный процесс строится. І апошні наш прагноз пра тое, што
у школе урокі мусяць быць арыентаваныя на рэальнае жыццё, каб гэтыя все рэчы пасля ў жыцці спатрэбіліся. Дзякуй вялікі. Нагадаем, сёння мы падводзілі вынікі году адукацыі разам са шматдзетнай мамай Святланай Шырвель і разам з рэпетытарам, стваральнікам фабрыкі ведаў Александром Луцевічам. Всяго найлепшага. І вам таксама. Еўрарадыё.FM